Standard & Poor's входит в тройку крупнейших рейтинговых агентств, которые, как считаются, могут решить судьбу любой страны. Так что эта американская компания воспользовалась своим влиянием, чтобы внести свою лепту в растущую напряженность между Россией и Западом из-за ситуации на Украине. Министр экономического развития России уже назвал этот шаг политически мотивированным. Однако, по словам агентства, его решение основано на оттоке капитала, который наблюдался в России в первые 3 месяца 2014 года и составил $60 миллиардов. Однако стоит вспомнить, что такие рейтинговые гиганты, как Standard & Poor's, Moody's и Fitch, не предупредили нас о мировом финансовом кризисе 2008 года и оценивали проблемную задолженность высокими рейтингами. Так что вряд ли инвесторов беспокоят подобные решения. Зачастую они вообще игнорируют рейтинговые оценки. В августе 2011 года Standard & Poor's даже понизила рейтинг правительства США, в результате чего люди начали скупать американские облигации. Что же касается России, ее рейтинг понижен до отметки BBB-. Что это значит? Для начала, этот же рейтинг имеет Бразилия, Индия и Азербайджан. И теперь, когда Россия столкнулась с санкциями со стороны Запада, вопрос о создании собственного рейтингового агентства, конкурента 3 крупнейшим, встал как никогда остро. Ранее Россия заявила о намерении создать собственную платежную систему. Это решение было принято в связи с угрозами приостановки работы карт Visa и MasterCard. Так что в то время как России угрожают экономическим оружием, она продолжает разрабатывать свои собственные национальные системы для сопротивления этим атакам.